Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Мы продолжаем рубрику «Ко Дню Победы» в эти дни 25 лет назад. 21 сентября 1993 года в Сухуми начались уличные бои. На Восточном фронте шли успешные боевые операции. На Западном фронте абхазские подразделения выдвинулись от универсама в сторону кафе «Ветерок». Закрепились в здании управления троллейбусного хозяйства. С большими потерями удалось освободить здание типографии, где в подвалах склада печатной продукции засели грузинские гвардейцы. Абхазские бойцы вышли к подступам Сухумской горы. Высота 160 метров и расположены на ней телевышки. «27 сентября – день освобождения столицы нашей родины Сухума. К этому дню Сухумская городская администрация подготовила ряд праздничных мероприятий. В 10 часов состоится возложение венков в Парке Славы. В 11 утра на набережной Махаджиров у драмтеатра начнется конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. В 15 часов в Госфилармонии начнется торжественное мероприятие, посвященное освобождению города Сухум. В 16 часов на набережной Махаджиров состоится открытие пленэра и выставки работ учащихся Сухумской детской художественной школы. В 17:30 начало творческого мероприятия «Остров поэзии» в парке имени Баграта Шинкуба. В 18:30 в парке имени Баграта Шинкуба состоится показ видеооткрыток поздравлений из разных стран с Днем Победы. Там же будет установлена праздничная фотозона с изображением государственной символики и организована раздача памятных лент с символикой праздника и разноцветных шаров. В это же время на площади имени Сергея Багапши начнется рок-концерт ансамбля «Абзара» баллады абхазского этноса. В 20 часов на набережной Махаджирову колоннады начнется театрализованное представление «Харахаруары Хабы» – показ игрового фильма «Мы за Гумистой» по мотивам рассказа ветеранов войны. А затем живое исполнение композиции песни, рожденные войной. В 22 часа праздничный фейерверк. На площади Свободы в Сухуми уже более месяца проходят репетиции военного парада, который состоится 30 сентября, в день 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. На одной из репетиций побывали наши корреспонденты. Репортаж Ирины Аршба. Военный парад – яркое, запоминающееся событие, которое всегда в центре внимания всех, кто ждет главный праздник нашей молодой независимой страны – День Победы в Отечественной войне. Не просто смотреть, а принимать в нем участие особенно волнительно. Это останется в нашей памяти, то, что мы приняли участие в параде в этой знаменательной дате. На самом деле мне очень приятно то, что я стою здесь, на этой земле, и принимаю в этом участие. Почти все нынешние участники парада – военнослужащие абхазской армии, ровесники Победы. Их отцы 25 лет назад сражались за свободу Абхазии. И поэтому идти стройным шагом по главной площади страны, высоко нести знамя Победы для этих ребят имеет особый смысл. Мне самому сегодня 25 лет, я родился во время войны, и для меня огромная честь действительно участвовать в таком вот мероприятии, которое затрагивает всю нашу республику и всех ее граждан, которые находятся вне. Я думаю, это, безусловно, очень серьезный день, который мы все ждем, и это праздник в первую очередь. Поэтому чувства действительно очень разные, смешанные, но в первую очередь это гордость, это очень волнительно, но приходится сдерживать эти волнения. Наши родители принимали участие активно, приносили нам победу, а также многие наши братья, братья наших отцов сложили свои головы, принесли нам эту победу. Эта победа для нас оказалась очень такая дорогая. Для каждой это честь пройти на площади Победы, прошагать здесь. В этом году вести военный парад будут легендарные дикторы абхазского телевидения Эйма Адлиба и Зураб Аргун. 25 лет назад вся Абхазия ждала их появления в эфире у экранов телевизоров. Во время Отечественной войны народа Абхазии Эйма Адлиба и Зураб Аргун вели информационные выпуски и доносили до людей долгожданную информацию. Все подразделения Министерства обороны готовы к торжественному прохождению. Техника и авиация также приведены в полную готовность. Готова к параду и сама площадь Свободы. Огромные баннеры с государственной символикой закрыли полуразрушенное здание бывшего Совмина. Подготовка пеших колонн парадного расчета идет в плановом режиме.
без срывов. Занятия в воинских частях отдельно ведутся. Еженедельно здесь, на площади Свободы, проводим тренировку. Уже в составе всего парадного расчета. На данный момент пока приглашенных нет. Они прибудут на генеральную репетицию 28 сентября. Это представители кубанского казачества, донского казачества, коробка от Республики Южная Осетия. Вот. А так все остальные наши воинские части плюс силовые структуры Республики Абхазия. Таким образом, генеральная репетиция с участием всех пеших колонн состоится в следующую пятницу. В этот день также предусматривается прохождение военной техники, имеющейся в вооруженных силах Абхазии, и пролет авиации. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Торгово-промышленная палата Абхазии взяла на себя инициативу по восстановлению Парка Свободы и приданию ему достойного вида к 25-летию Дня Победы и независимости республики. В пятницу с утра коллектив ТПП, вооружившись вениками, граблями и лопатами, дружно трудился в парке. Они очищали тротуары от сорняков, собирали бутылки и пластиковые пакеты, спиливали сухие ветки деревьев, красили бордюры. Ранее сотрудники ТПП в Парке Свободы уже установили декоративные прожекторы, заменили плафоны и лампы освещения, а на нескольких аллеях уложили плитку. Торгово-промышленная палата ежеквартально проводит в парке субботники с целью облагораживания этой городской территории. Сегодня коллектив распределен по секторам в парке, и каждый человек знает, за какую территорию он отвечает, и будет очищать эту территорию от мусора и зеленых насаждений, которые были порезаны до этого. Вся эта работа проводится с целью привести парк в должный вид к 25-летию Победы. В офисе Сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» открыт стенд памяти бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. На Алакове продолжит тему. «53 молодые жизни, полные светлых надежд и веры в будущее, которые оборвались слишком рано. 53 бойца, патриота, которые должны были жить и работать на благо Родины. Однако по воле жестокой судьбы им пришлось встать на защиту отчизны и положить на ее алтарь самое ценное – свою жизнь». Роман Радковский – один из приднестровцев, ставших плечом к плечу с местными жителями на защиту абхазской земли. Вернуться на родину, независимость которой он в свое время тоже оберегал с оружием в руках, Роману так и не пришлось. Военнослужащий разведгруппы Гуместинского фронта погиб 17 апреля 1993 года у села Шрома. Похоронен Роман на родовом кладбище семьи Барцыц рядом с боевым товарищем Родионом. Хочу всех, во-первых, поздравить с этой датой. Вот уже 25 лет живете в мире, без бомб, без разрывов. Дети спокойно растут. Уже целое поколение выросло, не зная войны. И давайте будем помнить, чтить память. Вечная слава всем, кто отдал свои жизни за победу. И мой сын отдал жизнь за эту страну. И теперь эта земля, она мне как родная. Когда началась война, Артур Исаханян проходил практику в Пятигорске в военном училище. 14 августа 1992 года началась война, которая перечеркнула все его планы. Артур с товарищами в числе первых встал на пути агрессора. Он один из тех, кто в первые дни войны подбил вражеский вертолет. Постоянно передвигаясь на КАМАЗе за своей зенитной установкой, Артур наносил ощутимый урон противнику. Враги стали охотиться за ним. Артура Исаханяна убили спустя неделю после начала войны, в день рождения матери. Когда дети наши погибли, было нам очень тяжело. Я не знаю, некоторые, наверное, мамы со мной согласятся и жить не хотели. Время прошло, вроде успокоились, переживали все. Но сейчас, может, согласятся, не согласятся. Но мне, например, как матери, еще тяжелее, как будто повторяются те времена. Потому что нет их плеча. Когда они нам нужны, сейчас их нету. Самое тяжелое это. Они с нами, пока мы живые, пока их помнит народ, они будут всегда с нами. И надеюсь, что будущее поколение их помнит и не забудет никогда.
Присутствовавшие на открытии стенда ветераны говорили о том, что в преддверии юбилейной даты окончания Отечественной войны спустя четверть века их одолевают смешанные чувства. Это, конечно, очень знаменательный день в преддверии великого праздника, Дня Победы, и тем более, что этот праздник, он юбилейный. Мы все к этому идем с двойственным чувством радости, гордости и, конечно же, боли и печали. Имена героев, не пожалевших жизни за свободу и независимость Абхазии, останутся навеки не только на памятных стендах, но и в сердце каждого гражданина Абхазии. Ведь жизни тысяч защитников Родины стали залогом мира и процветания нашей страны. На Алакове, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Делегация Республики Абхазия во главе с заместителем руководителя администрации президента Адгуром Лушба посетила Южную Осетию для участия в праздновании Дня Республики Южная Осетия. 20 сентября в Схинвале состоялась встреча с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Анатолий Бибилов поприветствовал абхазскую делегацию и отметил, что с удовольствием принял приглашение президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию победы абхазского народа в Отечественной войне, которые состоятся 30 сентября. Адгур Лушба поздравил Анатолия Бибилова и весь народ Южной Осетии со знаменательным праздником. Делегация Абхазии приняла участие в торжественных мероприятиях в Цхинвале, посвященных 28-й годовщине Республики Южная Осетия. Адгур Лушба зачитал поздравительный адрес президента Абхазии Рауля Хаджимба президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову. Отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими республиками, успешно развиваются и наполняются новым содержанием. Хочу заверить, что руководство Абхазии и впредь будет прилагать все усилия для плодотворного сотрудничества по всем направлениям во благо наших народов, отметил в частности Рауль Хаджимба в своем поздравлении. 21 сентября президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении художественному руководителю Национального театра Республики Адыгея имени Ибрагима Цея Касею Хачигогу почетного звания «Народный артист Республики Абхазия» за заслуги в развитии культуры и театрального искусства, вклад в укрепление театральных связей между Абхазией и Адыгеей. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» артистам Национального театра Республики Адыгея имени Цея Вайко Касет Аслановне, Зехову Зуральбию Заурбеевичу и Юсупову Тимуру Аслановичу. Как отмечается в указе, за вклад в развитие театрального искусства и популяризацию культуры народов Кавказа. Стали известны новые обстоятельства уголовного дела в отношении Хаджирата Тарсмана по факту ДТП, совершенного 8 сентября, в результате которого погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. Ранее Хаджирату Тарсману было предъявлено обвинение по статье 263, части 4 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Позже часть 4 статьи была изменена на часть 3 этой же статьи. Об этом в интервью абхазскому телевидению сообщил заместитель генерального прокурора Абхазии Ишсо Какалия. В связи с большим общественным резонансом данное уголовное дело было изъято из следственного отдела Гудаутского РОВД и передано в Следственное управление Генеральной прокуратуры, где и продолжается в настоящее время расследование. В ходе следствия было установлено, что гражданин Тарсман управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. То есть навыков вождения у него как таковых не было. На сегодняшний день мы об этом можем говорить, так как этот факт установлен. И фактом самого отсутствия водительского удостоверения, факта его выдачи, ну и свидетельскими показаниями, которые говорят о том, что стажа у него как такового не было. Да и машину он приобрел, в общем-то, буквально за 15-20 дней до происшествия. По версии следствия, он нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной Toyota Camry, госномер А144АА, в которой находился премьер-министр. В результате этого ДТП, как я говорил выше, Гагулия Геннадий Леонидович скончался. После происшествия на предмет употребления наркотических средств, алкоголя были освидетельствованы оба водителя, участвовавших в ДТП,
и водитель автомашины премьер-министра Гео Батал Аликович. Результат освидетельствования показал отсутствие алкоголя, отсутствие наркотических средств в его крови. Был освидетельствован нынешний наш обвиняемый Тарсман Хаджарат Зурикович. Актом медицинского освидетельствования Тарсмана было установлено, что в его крови имеются каннабиоиды. Однако на момент совершения ДТП признаков одурманивания у него не было. Это говорит о том, что в момент совершения ДТП он не находился в состоянии наркотического опьянения. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются, помимо сотрудников ГСО Республики Абхазия, устанавливаются очевидцы происшествия, которые в последующем будут допрошены. В настоящее время у нас есть гражданские, которые дали показания о том, что произошло и что предшествовало этому дорожно-транспортному происшествию. Будут назначены экспертизы в Российскую Федерацию для установления всех обстоятельств и исключения возможных сомнений отдельных участников уголовного судопроизводства, результаты которой дадут нам ясную картину, и в последующем планируем направить дело в суд. Суд будет открытым, и у каждого желающего будет возможность прийти и убедиться в доказанности или недоказанности вины Тарсмана. В Сухуми по улице Ласурия проходят ремонтные работы по замене водопровода. Сотрудники ремонтно-строительного управления администрации столицы с помощью специальной техники будут прокладывать около 650 метров водопровода. Также в работах участвуют и сотрудники Сухумского СУЭС, так как по данному участку дороги проходят подземные коммуникации. По словам специалистов, работы по прокладке водопровода продлятся чуть больше недели. Была поставлена задача по замене водопроводной трубы, разводящей по улице Ласурия от улицы Чернявского полностью весь участок улицы Ласурия. Мы параллельно укладываем, подготавливаем, во всяком случае, для укладки трубы, но никого не отключаем. Это в последний момент, когда мы уже все подготовим, тогда уже отключим и быстренько переключим их на новую линию. Принимают участие представители СУЭСа. Здесь много коммуникаций проходит, и электрических, и связи. И они нам показывают своими приборами, где, значит, могут проходить кабеля. И вот так вот совместно решаем вопросы. Я думаю, все будет положительно. И население будет довольно. В конференц-зале Дома Москвы в Сухуми состоялся круглый стол по подготовке страновой конференции российских соотечественников в Абхазии, которая состоится 25 ноября. Во встрече приняли участие представители посольства России в Абхазии и Россотрудничества, а также по одному представителю от каждой организации соотечественников, проживающих в республике. В 2012 году был образован Координационный совет русских общин в Абхазии. В совет входит 14 организаций. Но, как оказалось, в Министерстве юстиции Абхазии зарегистрировано только 8. Открывая встречу, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносакирский отметил важность объединения всех российских организаций в Абхазии в одну общую. С этой целью временно была приостановлена работа Координационного совета, функции которой взяло на себя посольство. Когда я говорил на Координационном совете о приостановлении деятельности Координационного совета, я имел в виду другое. Мы просили бы приостановить координирующую деятельность Координационного совета. На себя эту деятельность возьмет посольство. 25 ноября мы запланировали провести страновую конференцию. С этой целью мы просим, начиная с сегодняшнего дня, с 21 по 28 число, представить нам от организаций, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции Абхазии, представить списки. В Академии наук Абхазии состоялась лекция «Далека ли Индия от Кавказа? Через археологию к мифу и эпосу» главного научного сотрудника Музея антропологии и этнографии Российской академии наук, автора более 300 научных работ, ученого-индолога Ярослава Василькова. В своем докладе ученый провел параллели между древними находками в Индии и на Кавказе. В их числе и древние погребальные сооружения, дольмены и кромлихи. Ярослав Васильков также привел примеры сходства персонажей из нардского эпоса и древнейшего индийского литературного произведения Махабхарата, что, по его мнению, доказывает большой возраст нардского эпоса, который измеряется тысячелетиями. Ученый-индолог также ответил на вопросы абхазских ученых, аспирантов и студентов. Основная часть моего доклада, собственно, состояла еще в том, чтобы
объяснить, почему в нардском эпосе народов Кавказа есть такие элементы, совпадающие с мотивами, скажем, индийского эпоса или греческого эпоса. В конце концов, в общем, я прихожу к выводу о том, что нардский эпос весьма возможно создавался в тот еще период, когда сооружались эти гигантские подкурганные гробницы Новосвободные, Майкопа. Возможно, в этом принимали какое-то участие и древние индоевропейцы, возможно, тоже какие-то предки индийцев. В администрации Чемчирского района состоялось совещание с участием представителей Министерства сельского хозяйства, российских экспертов, а также руководителей ведомств и глав администрации Чемчирского района. Обсуждались методы борьбы с коричневым мраморным клопом на территории Абхазии в зимний период. Активная борьба по уничтожению вредителя ведется уже более года. За это время было предпринято множество мер для уничтожения насекомого, вплоть до ручного сбора и опрыскивания ядохимикатами. По словам российских экспертов, в зимний период мраморный клоп находится в неактивной фазе. В связи с этим был разработан новый метод борьбы с вредителем. Его можно будет отлавливать в домашних условиях и уничтожать. Главам сельских администраций были розданы препараты, чтобы они потом передали их населению для дальнейших обработок. Надо вам обратить внимание, что первую обработку против клопа надо проводить весной, когда в период выхода зимующего имага. Эту обработку желательно проводить в утренние или вечерние часы. Вторая обработка проводится в период массового отрождения яиц личинок первой генерации. Третья обработка или даже повторные 2 обработки проводятся в период от рождения личинок второй генерации. Далее вы работаете по мере необходимости. На данный момент раздали информацию, там вы можете посмотреть, как изготовлять. Вот показана простая коробка, которую наполняют всевозможными бумагой и делают ловушку для клопа. Потом эти ловушки уничтожаются. В стрелковом клубе в селе Ачадара Сухумского района прошла вторая часть первенства Республики Абхазия по практической стрельбе из ручного стрелкового оружия памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсесяна. Это событие знаменовало собой официальное открытие стрелкового клуба, который пользуется большой популярностью. Репортаж Али Китрапш. Еще 4 года назад группа единомышленников, членов Федерации практической стрельбы Абхазии, объединенных идеей создания стрелкового клуба в нашей стране, решили заняться этим прикладным видом спорта для повышения своей профессиональной подготовки. Идею поддержал предприниматель Аслан Адзенба. Он и взялся за строительство первого абхазского стрелкового клуба. Подобных объектов на территории Республики Абхазия нет. Если говорить о масштабах, о размерах, да, у нас 2 парковки. Одна общая, другая закрытая парковка. Территория клуба 2 гектара. Площадь застройки 3000 квадратных метров. Площадь стрелковой зоны 2000 квадратных метров. Ну и вот те дистанции, на которых мы работаем. Объект оснащен по всем правилам и нормам безопасности. В абхазском стрелковом клубе 6 галерей на 20, 25, 30 и 150 метров, в которых есть возможность пострелять из пистолетов, карабинов и автоматов. Единовременно клуб может принять до 35 человек в возрасте от 10 лет. Посетители стрелкового клуба, прежде чем пойти на стрельбище, проходят теоретический инструктаж со специалистами. Клуб в тестовом режиме работает лишь 4 месяца, но уже вызвал большой интерес со стороны жителей и гостей Абхазии. В Абхазии очень широко развита культура взаимоотношений с оружием, но с любым оружием нужно обращаться и обращаться правильно и умело. Вот наша задача как стрелкового клуба и является обучение желающих безопасному обращению с оружием. У нас в ближайшее время планируется запуск сервиса оружия
То есть обслуживание, любой человек, гражданин может приехать, здесь обслужат его оружие, почистят, приведут в порядок. В день официального открытия Абхазского стрелкового клуба прошла вторая часть первенства силовых ведомств Республики Абхазия по практической стрельбе из ручного стрелкового оружия памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсисяна. В соревнованиях приняли участие команды Центра специального назначения, Службы госбезопасности, Таможенного комитета, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, а также стрелки, тренирующиеся в клубе. При выполнении большинства упражнений стрелку необходимо много двигаться, преодолевать препятствия, стрелять из-за укрытий и при этом поразить максимальное количество мишеней за минимальное время. С детства было оружие в доме, и, соответственно, я всегда любил пострелять, и вот переросло уже в более серьезное. Сегодня открытие, и вот мне очень понравилось, и я надеюсь, в будущем я буду сюда почаще приходить и работать. По итогам соревнований, переходящий кубок первенства по практической стрельбе памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсисяна, погибшего при исполнении своих воинских обязанностей, остался, как и в предыдущие годы, в Центре специального назначения. На втором месте команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, а команда Государственного таможенного комитета республики заняла третье место. Алика Трапш, Александр Чернов, Сергей Демянов, Абхазское телевидение. В субботу 22 сентября на Бзыбском ипподроме пройдут скачки на приз президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. В этом году празднование приурочено к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Организаторы мероприятия – Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация конного спорта Абхазии приглашают всех любителей конно-спортивных развлечений принять участие в народном празднике. Ну а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье во второй половине дня дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 22-27 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.